Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о помидорах. Помидоры – это, в общем-то, овощ на столе каждого якутянина номер один. Как их выращивать, как добиться хороших урожаев? Сегодня мы будем разговаривать с огородницей с большим стажем, с Людмилой Иннокентьевной Ивановой. Мы у нее на даче. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Иннокентьевна, ну давайте показывайте свое царство-государство. Ну, вот здесь вот у меня теплица. Так. Ну, сейчас уже вторая половина Как лета. все аккуратненько, как Вторая все половина здорово. лета, поэтому тут я уже перезагрузку сделала огурцов. Возьмем, какие удобрения вы, в общем, вкладываете в землю для того, чтобы ваши помидоры были шикарными? Ну, помидоры азот не любят. Так, азот не любят. Что Ну, они любят? Они любят, ну вот весной, когда мы их сажаем, да, там не должно быть, например, этих вот болбаха, там, перегноя и азотных удобрений много. Когда их сажают в лунку, я обычно ложу это суперфосфат. Угу. Давайте покажем, у вас здесь. Суперфосфата Сними, сейчас пожалуйста. уже нет, это уже весной. Да, это это весной. все весной я делаю. А сейчас можно посмотреть, какие удобрения у вас сейчас? А сейчас у меня удобрения, ну вот, у меня нитрофоска есть. Ага, это вот азофоска. Это все Ага. органические, да? Нет, это минеральные удобрения. минеральные. Это минеральные удобрения. Ну, в общем, нужно сказать, что для того, чтобы растение выросло, нужно всего-то 3 элемента. Азот, фосфор, калий. Так, давайте Ага, запомним. и Вот они у нас. азот, фосфор, калий. И вот я покупаю в магазине дачи, да, азофоска, например, да, вот тут вот смотрим. Формулу обязательно смотрим, потому что азота 17, фосфор 17, калий 17. Это вот все должно быть в равных количествах, процентном отношении. Так, Ага. это залог будущего хорошего урожая. Ага, и вот я обычно, когда покупаю, я смотрю вот процентное соотношение, и вот, ну, чтобы они больший процент содержали. в А этом. вот нитрофоска для чего? А нитрофоска, это вот тут у нитрофоски, например, вот нитрофоска, азот, фосфор, калий. Вот азота 11, фосфора 10 и калия 11. Это я взяла вот для моркови. Морковь нужно подкармливать за сезон 2 раза. Я вот нитрофоской их подкармливаю. То есть это не для помидоров? Не для помидоров. Ну, помидоры, азот, если будет много, помидоры начинают жировать, говорят. Это значит, он зеленую массу только Понятно. отращивает и стоит прямо как сорняк. Растет, растет, цветов нету, плодов нету. Ой, ну да. Ага. Вот примерно на моем огороде вот такая Ага, ситуация потому что сложилась. азот не любит. Азота должно быть минимальное количество. Зато должно быть фосфора много и калия много. Фосфор, азот зеленую массу выращивает, фосфор для корней, чтобы корневая система была мощная, а калий, чтобы плоды были Понятно, все. большие. Ну давайте подойдем уже. Вы подкармливаете, ну наверняка, как все, раз в неделю, да? Но я вот сейчас вот каждый год вот эти вот минеральные удобрения, они меняются. Нужно читать их инструкции обязательно при внесении. Поэтому ну вот, например, вот это вот азофоска, да, или там вот куряк, азоты, они вот сейчас стали делать такие, что их нужно закапывать в землю. Я их под корень вот вокруг ствола закапываю, ну, то количество, которое там указано в инструкции, да, и потом я их поливаю, потом через 2 дня я их поливаю биогумусом. Биогумус у меня закончился, вот такой вот. Так, давайте Через покажем. 2 дня. Вот Через эти 2 вот- дня после посадки? Нет, после внесения минерального удобрения. То есть вы уже посадили эти саженцы ваши, да? Ну, эти саженцы, ну, это я делаю вот за лето, ну, через 15 дней, например. Ну, в начале месяца я подкармливаю, потом где-то в середине месяца только подкармливаю, тоже подкармливаю. Ну, 2 Но недели. вношу минеральное удобрение, в землю закапываю рядом со стволом, ну, вот так вот, да.
потом через 2 дня вот биогумусом поливаю. Потому что вот здесь вот гуминные вещества, кроме этих гуминных веществ, ну, тут много всяких микроэлементов, и гуминные вещества, они помогают усвоить вот эти вот азот, фосфор, калий. Удобрения, внесенные ранее. Ага, они помогают. Пойдемте теперь к нашим грядкам, покажем нашим зрителям будущий урожай, можно сказать, который пока на грядках. Ой, какая у вас шикарная тыква. Ну, вот тут вот, сейчас я это возьму-ка. Так, ну давайте, Ножницы друзья, возьму. подойдем к нашим помидорам. Посмотрите, вы сами видите на каждом кусте очень много плодов. И Ну, заметьте, что дача вот наша это вот находится сорт- в самой холодной части нашего города Якутска. Это Вилюйский тракт. Он знаменит тем, что здесь шикарная природа. Туда. Это раз. Ну, а второе, это то, что здесь бывает часто прохладно. Бывают заморозки. Ну и Заморозков заметьте, вот что у вот нас с этой стороны надо. плоды, несмотря на то, что такая зона очень неблагоприятная, скажем так, не совсем благоприятная для земледелия, но для настоящих садоводов, огородников это не стало препятствием, и многие выращивают шикарные урожаи. И вот посмотрите, какие плоды. Скажите, а какой сорт вы сажаете? Вот это вот верлиока. Верлиока. Ага, Запоминаем. а это вот москвичка. Вот это вот. Я рассаду покупала в этом году на рынке. А вы сами не сажали рассаду в Ну, стаканчике? Стаканчики я в этом году посадила только бахчевые. Огурцы, кабачки, потому что у меня дома был ремонт, поэтому я не Не смогла. очень было, да, много места. да? Ага, места не было. Скажите, теперь вы занимаетесь севооборотом. Вот вы взяли рассаду на рынке. Какие грядки были? Что здесь раньше росло на этих Ну, в грядках? прошлом году здесь росло это, кабачки росли. Так. Мгм. И вот они у меня в этом году неправильно перекопали, мои ребята, и вот все вытащили снизу. Поэтому говорю, не надо. Да, хорошо. Никому доверять не нужно. Сама Свой копаю. огород. Самим нужно. Давайте расскажите, пожалуйста, как вы готовили грядки? Сначала для кабачковых. Друзья дорогие, севооборот – это когда на одной грядке растет одна культура, через какое-то время на этой же грядке растет другая культура. То есть вы меняете местами. И получилось очень здорово и классно, мне кажется. Почему? Потому что вначале здесь росли на грядках кабачковые, а вот в этом году посадила наша Людмила Иннокентьевна помидоры. И помидоры просто благодарны такой почве и дали вот такой вот урожай. Грядки надо готовить с осени. Так. Ну, я здесь остаюсь до октября месяца, в сентябре, когда все убрано, да, мы готовим грядки. Ага. Вот в прошлом году здесь вот были кабачки росли вот здесь вот. А как вы А подготовили для вот кабачков вначале? эта грядка должна быть теплой. Значит, мы землю все вытаскиваем из грядки, потом туда я стелю вот эти вот траву, эти листья старые, прошлогодние, это все собираю и стелю. Потом поверх этих листьев и трав я стелю вот эти вот перегной. Конский балбах или коровий? Можно свежий балбах. Ну, у нас тут есть это там мы... Лошади? Нет, мы покупаем. А, то есть балбах именно коровий, да? Да, ага, вы я берете их коровий? поверх и потом поверх этих листьев мы ложим балбахи, потом землю. Земли примерно сколько сантиметров? Земли должно быть 30? ну вот 40. 40 сантиметров. Да, земли 40 сантиметров. вот Земли имейте в должно виду. быть 40 То сантиметров. есть вот такой Ну, ага. слоеный пирог у нас получился. Ага, слоеный пирог, и потом мы сажаем на этом... В слоеном пироге 2 года примерно, да? Или 3? 2-3 года мы сажаем Кабачковые. кабачковые. Мгм. Сажаем. Потому что кабачки любят именно такую землю, Ага, и и- их корни помогают переработать почву. Нет, это из земли идет тепло. Там балбах 2-3 года лежит, преет. Так, и разлагается, да, Ага, и и превращается разлагаем. Мы постепенно эту в грядку почву. не трогаем уже. 2-3 года не трогаем. Поэтому кабачки любят, ну, они очень теплолюбивые, поэтому их корни должны быть теплее. Но то же самое касается тыквы, кабачки, дыни Огурцов тоже. и огурцы то же самое.
Так что, друзья, берите на вооружение вот такой вот очень простой способ, как получить урожай максимальный. Значит, нужно готовить грядки теплые. Сначала мы сажаем туда кабачки, а затем, ну, кабачки или тыквы, а затем, ну или, может быть, дыни даже, да? Ну а Дыни затем тоже очень через теплолюбивые. пару лет можно уже высаживать другую какую-то культуру, как у нас получилось в этот раз. Вы впервые получаете такой урожай? Ну, нет, но это сорт верлёка очень хороший сорт. Верлиока. Ага. Надо запомнить. Верлиока. Они Прекрасно. очень много плодятся, потом... Давайте еще раз для чайников еще раз объясним. Мы купили рассаду, привезли на дачу. Привезли на Как да. подготовили специально вот лунки для них? Какое расстояние между каждым Лунки кустиком? должны быть, ну вот они называются низкорослые, да, но они почему-то у меня всегда очень высокие получаются. Ну, расстояние между ними должно быть где-то 40-50 сантиметров. Ну, не надо вот эти вот, например, помидоры, их на большом расстоянии садить, они начинают жиреть и это прямо раскидываться по всей этой площади. Их надо немножко вот так вот уплотнять. Держать немножечко, так Да, сказать, да, ага. организованно, так, Ага. толпой такой организованной. Так, вы посадили Нет, в почву, в лунку мы ложим, я ложу обычно кладете суперфосфат в начале. Ага, в начале. И сажаем, но... Суперфосфат вы прямо ложечкой туда вот, Ага, как, ложечкой. ну, по схеме. Суперфосфат и нитрофоски, например. То есть или не в воде азофоски. разводите, а прямо вот кладете? Ага, прямо в лунку. В Порошочком. земле, ну, они гранулы В бывают. гранулах. Они вот в лунку их перемешиваю с землей и посадила. Но первоначально все равно азот им нужен. Так, Ага, потому что зеленую массу надо уже наращивать. так. Ага. И вот они вот зеленую массу нарастили. Это вот в первой половине. Ну, я их подкармливаю вот полмесяца, через 15 дней только подкармливаю. Но первое время азофоской можно подкормить, в первой половине лета. Ну, смотрите вы сами, как зеленая масса растет. Как вы убираете лишние листы? Ну, Прическу как вы делаете им? Когда? ну вот я вот это вот в этом году вот 2 раза только стригла. То есть вы убираете те Нижние лишние- листы, вот в нижнем ярусе, вот тут вот не должно быть вот этих вот листов, да, листов. ответвлений? И вот эти вот листья, они не должны касаться земли. Ну, чтобы они, ну, Не влагу, загнили, чем-то не влагу заболели. не любят, они сразу начинают тут болеть и так далее. И полноценное питание должно быть. Если у растения нет полноценного питания, они начинают болеть. Значит, это полноценное питание как раз-таки является профилактикой различных заболеваний. Заболевания, да. А вот скажите, вы имбиоты вообще проливаете всю почву перед тем, как сажаете? Ну, для того, чтобы предотвратить какие-то, да, различные фитоспорин болезни, только. напасти. Фитоспорин. Только фитоспорин. Ага. Ну, когда весной, ну, грядка у меня к осени уже готова, я весной приезжаю, их перекапываю маленько, потом поливаю просто водой, потом поливаю фитоспорином. Ну, Какую и воду любят наши помидоры? помидоры Тёплую? любят очень теплую воду. Так, Весной сколько надо раз? их закрывать. Потому что прохладненько Ага, накрываем белой тканью, как она называется правильно? Ультрасил, да? Ага, вот нетканый материал, нутрасил. Он очень хорошо держит тепло. Вот все по-разному говорят. Да. Нутрасил, ультрасил. Мне нравится ультрасил. И это, ну вот когда правильно. помидоры посадили, при посадке мы туда все внесли, вот эти вот минеральные удобрения, да. Потом мы посадили свои, очень хорошо проливаем. В одну лунку должно быть, ну, где-то не менее 5 литров воды. Ого. Ага. Посадили помидор, потом все закрываем и недельку где-то мы не трогаем вообще. Не поливаем, не поливаем. даже не заглядываем. Даже не заглядываем. Я тут вот с этой стороны только приоткрываю, Проветрить чтобы немножко. проветрить маленько. Ничего не делаем, потому что когда они вот рассада села в землю, Она должна схватиться корнями. она не схватывается, она распускает свои корни. Вот так вот распределяет. Поэтому, а если вы будете... Устраивается на новом месте. Ага, устраивается
5 дней, ну где-то неделю, 6 дней я вообще ничего не делаю. Закрытая стоит. Потом открываем, потом немножко рыхлим и поливаем теплой водой. Значит, рыхление для чего? Для того, чтобы был кислород. Кислород поступал в эту Корням. корням. Но я особо не рыхлю. Потом, если вы будете каждый раз открывать и поливать, то корни у вас будут вот тут на Выходить. на, Вот как у на меня, поверхности. да. Ага. Вот. Потому что каждый день поливают по чайной ложке, а корни-то они идут где влага. Они Поэтому они на поднимаются. поверхности и остаются. О, понятно. Ага. Сколько раз в неделю потом вы поливаете? Раз в неделю или... Ну, в неделю где-то... в неделю 2 раза только. Два через- раза. ну, Сколько, например, на один кустик? Тоже 5 литров, не менее? Ага, вот я обязательно нужно поливать лейкой, потому что нужно рассчитывать воду. У меня вон лейка 10-литровая, эту лейку я рассчитываю на 2 На растения. 2 куста. На 2 куста. Потом мы 2-3 дня я не поливаю. Потом- А даже если жара, например, вот у нас нынче Даже, знойное лето. да, знойное лето, весной, ну, в начале лета они от жары очень страдают, поэтому вот я биогумусом поливаю. Биогумус там имеет очень много микро- и макроэлементов, которые, ну, это дает растениям устоять вот этим неблагоприятным условиям. Ой, а как вы хорошо оформили свою грядочку. Что это такое? Это вы специально где-то покупали или Нет, об устройстве расскажите, Нет, пожалуйста. это же это. Вот эти беленькие дуги, поддержка. для- Беленькие дуги это трубы же. Пластиковые Ага, это труба. у меня муж делает, вон. Вот, Их- дорогие друзья, берите на Я вооружение. их это могу снять. Ну, когда тут весной копаем, Еще раз покажите, мы пожалуйста. Вот. их То снимаем. есть вот такие Вот. штыри мы по краю, да, вкручиваем. Ну, И на них это надеваем пластиковая труба. обыкновенная Но- труба ЖКХ пластиковая. Да? Они оправдали И причем она... свою эту, да, потому что они здесь уже вот не знаю сколько стоят. Да, то есть один раз как-то потратиться, но зато очень удобно накрывать. Но сейчас, наверное, не очень удобно. Вот сейчас скоро начнутся у нас прохладные совершенно ночи. Вы Ну, будете вот накрывать их? Мы будем, ну, конечно, я буду их накрывать, но я все равно, ну, тросил-то он легкий материал, я их вот эти вот несколько грядок Будете кутать? одной покровной вот так вот закрываю. То есть у вас две Ага. грядочки, 2 грядки помидоров, Да. и вы их Вот накрываете. сейчас помидорам не надо никаких азотных удобрений. Сейчас им нужен, я вот гуматом калия поливаю. Поэтому вот плоды у меня вот они такие. Мгм. Очень такие мясистые. Ага. Верлиока, оказывается, да, вот. Ну. Теперь вы смотрите, многие ошибаются вот по поводу подвязки. Как вы правильно привязываете? Давайте покажем, как правильно привязать помидор О, к это- палочке. Палочку когда Ну, нужно втыкать? Палочку это вы втыкаете, когда сажаете. Прям сразу. Да, сразу чтобы, вы втыкаете, потому что затем не повредить наши не корни. повредить корневую систему, да? Мгм. И рыхлите очень аккуратно. То есть при том, как вы поливаете, при вашем принципе полива 2 раза в неделю, корни у нас сидят глубоко. Рыхлить Да. можно вилочкой или грабельками, или пальцами прям, или как? Но первое время я рыхлила, вот сейчас я их не рыхлю. А чем вы рыхлите? У всех свои там способы хитрости. Ну, У меня вилка обычная. Да, ну, у меня инструменты есть. Ну, вы знаете, у меня вот это вот грядки, вот эти доски же, они дышат сами. Понятно. Ну, у некоторых, конечно, ну, в принципе, у всех доски, грядочки дощатые. Ну и примерно вот, друзья дорогие, прикиньте, значит, между каждым кустом 50 сантиметров, ну и примерно посчитайте, да, сколько может у вас быть Ну, вот у кустиков меня на вашей весной я грядке. их рыхлю вот так вот. Маленькие такие грабельки. вот так То вот есть вы очень издалека. неглубоко, да? Очень неглубоко. Если Очень протыкать, аккуратно. только вот этой вот я протыкаю, если, остренькой такой если штучкой. надо. Ага. Чтобы корни не повредить. Понятно. То есть у вас, ну, смотрите, сколько у вас много всяких приспособлений. То есть, вот Ну, смотрите, мы сейчас даем мастер-класс, как правильно подвязать. Просто даже некоторые элементарно даже не знают,
как сделать подвязку, чтобы наши плоды не повредились. Когда помидор только высаживается, он такой махонький, малышочек такой, да, с тоненький стебелечек, а потом, посмотрите, у него стебель становится таким большим, мясистым. Стало быть, нужно вот это все учитывать, да, и делать подвязочку на вырост. Ну, Нашу их веревочку. не надо душить. Я сейчас покажу вот тут вот где-то один. А ну вы условно можете показать вот на этом, чтобы Условно далеко? Ага. могу. Ну, например, мы вот тут вот узел не делаем. Вот тут вот. Мгм. Ага. Я делаю вот так вот. Вот взяла вот это вот, да, и закручиваю. Так. Вот так вот. Мгм. Ну, такую свободную эту. Вот так вот закручиваю. Так. Вот, ну, по-якутски сап каталар дейлер. Ага. Маннык катар курдук маннык кына. Ага. Немножко закрываете вот таким вот образом, так потом. вот, да. Ага, потом я вот это вот так вот закручиваю. А, вот то, что вы закрутили веревочку, Ага, и вот так вот шпагатик закручиваю, да. вокруг стебля, Вокруг стебля вот так и вот так закручиваю. свободно даете, а Ага, потом и потом вот сюда вот. привязываете Ага. уже к нашей дощечке, которая идет поверх. Вот тут вот я делаю вот такую вот такой вот узел, чтобы я могла его потом, если надо, то быстро я его вот так вот это. Да, расстегну, отвязать очень отвязать, быстро. да. Да, очень удобно и очень просто. И не надо Ну, там городить. Да, потому что вот во время вот эти вот ствол-то утолщается, его не надо душить. Там узел вообще вот где-то я не делаю. Свободные вот такие вот эти вот. Это у меня джутовый шпагат. Он экологичный. Он, когда если даже ты его в кучу бросишь, он разлагается, его не становится. То есть, да, безотходное становится, да, Ну, такое и производство. это, Это очень хорошо. То есть запасаемся шпагатом, Да, покупаем шпагат в любом получим, магазине, вот эти покупаем. шпагаты есть. Ну что ж, Людмила Иннокентьевна, большое, огромное вам спасибо, что вы рассказали нам, как ухаживать за помидорами, для того, чтобы получить очень хороший урожай. Несмотря на то, что прохладно на Вилюйском тракте, говорят, бывают очень часто заморозки, но, тем не менее, урожай налицо. Ну что, дорогие друзья, не боимся, пробуем, делаем и радуемся хорошим урожаям.